Мы собрались из-за нашей большой проблемы сейчас по поводу кафе «Сучань», который нашим жителям и мне в том числе очень мешает жить. Так как здесь бесконечные запахи и данное кафе здесь не предусмотрено. Здесь был по документам только предусмотрен офис. У нас, как у них начинается канализация переполнена, у нас во всех квартирах запахи канализации, запахи еды. Сейчас смотрите, две трубы, если посмотреть вверх, они идут понад окнами. И вот взять 4-й этаж, вот как раз вот эта вот труба, она задувает прям в окна. Вот у этой трубы еще есть вот какая-то решетка в эту сторону, чтобы дуло, но это тоже не помогает. Но та труба, она, наверное, полдома. Такой напор воздуха идет, полдома обдувается, и вся эта вонь с ихнего зала идет к нам в квартиры. Нету. Мы очень просим, чтобы разобрались и продвинулось наше дело, потому что мы уже в таком состоянии жить просто невозможно. У нас с той стороны большая труба идет, окна наши загорожены полностью, и весь запах, наши дети, мы, это, во-первых, лор-заболевания, уже так жить невозможно. Мы хотим в экологически чистом месте жить, не существовать, а жить. Здесь масла не бегут. Сейчас помою, но это будет... Вот этот агрегат весь от них выходит, масла, они подтекают. Сейчас это наберется и будет целая струя. И вот так над нашими окнами это все проходит. Вот эта труба, это их, да? Да, это их. Вот это, представьте себе, вон сколько масла. Это все гарь, это все мы дышим. Прошли суды уже, суд выиграли, есть решение, в котором написано, чтобы кафе закрылось, но никаких действий нету, совершенно нету. Мы не знаем уже, куда нам обращаться, в какие органы мы только не обращались. Так, документы мы подавали в прокуратуру, в мэрию, в департамент и в ГКМБ. Все хором пишут нам, у нас все письма есть, ответы нам прислали, что здесь кафе не должно быть вообще по документам. Должен решить вопрос архитектура. Но тишина. Тишина уже год мы боремся. В решении суда написано, чтобы привели в первоначальный вид, в первоначальное состояние, то есть это не кафе, то, что здесь по проекту, это офисы. В течение 10 дней должны они были отправить судоисполнительный лист. Отправили они его через 2 месяца, и то при помощи наших усилий, то, что мы бесконечно бегали, звонили, чтобы они отправили. Отправили, но до сих пор опять никаких действий от судоисполнителей. Звоним в архитектуру, архитектура говорит, ждем судоисполнителей, потому что им некогда.